Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях на Карабала шоу недавно про выигрыши в ASA Артем Резников. Артем, ассаламу алейкум. Приветствую тебя. Приветствую. Как твои дела? Все хорошо, спасибо. Я больше чем уверен, что вся страна наблюдала за твоим поединком. Конечно, это, знаешь, после последних твоих поражений, даже вот здесь подкаст, когда мы записывали, все мы хотели, чтобы ты выиграл, но я наверное, как промоутер я неправильно говорю, а вот как человек, который там видит твои победы, таких же пацанов, как ты, там, других спортсменов, мы всегда хотим, чтобы вы ушли непобедимыми. И в какой-то период вашей карьеры мы хотим повлиять, не повлиять, в принципе, говорим про то, что, уходите, все завершайте. Но тебе 32 года, ты продолжаешь, и вчера ты доказал всем, что, знаешь, мнение других людей – это мнение других людей. А сам ты прошел эту всю боль, прошел все то, что было с тобой, и ты в итоге победитель. Сегодня сидишь. Я тебя поздравляю с победой. Спасибо. И хочу тебя спросить, вот много людей говорили, писали про то, что все, тебе пора завершать. Но ты продолжил свой путь и выиграл. Вот насколько важна была тебе вчерашняя победа над Коковым? Нет, я уже не обращаю внимания на вот эти комментарии, потому что чем больше ты выступаешь, тем чаще ты с этим встречаешься. То есть многие писали, во-первых, что пора завязывать, во-вторых, Коков – это бывший чемпион временный. Второй ASA, да, и когда его дали, все говорят, ой, куда вообще, зачем его, что убить хотят. Если бы мы обращали внимание на вот эти комментарии, то жить даже тяжело было бы, мне кажется. Да, потому что иногда там такое могут написать, такую чушь придуманную. И я просто не обращал на это, я знал, что я приду, выйду, сделаю работу. Эти два поражения, они мне много дали. То есть я изменил в подготовительном процессе многое. Вообще во многом все изменил и решил проверить, как это будет в этом бою. Профессионально подошел. Я и тогда профессионально подходил, просто я изменил. В плане подготовки. Да. Ментальности, да, то есть имеется в виду, что ты подошел к этому, проиграл, выиграл, дальше продолжил. Да, я так всегда подхожу, но... мне нравится, когда ты после даже поражения, у тебя одна и та же реакция. Не то, что одна и та же, но ты никогда не уходишь, не плачешь, не отворачиваешься, не убегаешь. Ты говоришь, как она есть, говоришь о вещах, и это, знаешь, дорогого стоит. Пусть многие бойцы берут пример, я так думаю. Спасибо. Коков, пообщались потом? Нет, я его не видел потом. Не общались? Я его пообщался с ним в этом. Хотел, знаешь, многие говорят, зачем он оправдывался, Артем перед Коковым, говорил ему, здесь не оправдания были, а я понимаю, что у человека тоже тяжелый этап карьеры, а человека жалко. Потому что реально топовый боец, и я боюсь, что он может подломаться. Потому что у него такого еще никогда не было. Во-первых, такого поражения не было никогда у него за всю карьеру. А во-вторых, у него сейчас тоже не лучший этап карьеры вообще. Я его хотел поддержать, чтобы он не расстраивался, не унывал. Так же, как и у тебя, да, назад, да. Вот так, да. Все понятно. А многие бойцы из Казахстана, когда выходят на ринг, октагон, на другие профессиональные арены, немногие вытаскивают флаг. Ты постоянно с флагом. Да. А насколько для тебя это важно? Что это тебе дает? Не знаю. Я от этого как-то кайфую. Я даже не могу сказать, что это дает. Это ладно, сейчас вытаскиваю флаг. Я в 13 лет в Арси, Белово, город. Мы поехали всем восточным Казахстаном. И ребята из Каменогорска взяли флаг. А я с лидером. И все проиграли, кроме меня. Я стал чемпионом там. И так как я чемпион, мне дали флаг. Мне 13 лет, я с большим флагом. И тогда я получил такое какое-то удовольствие. После этого я, наверное, с флагом не расстаюсь. Это мне было что-то 13 лет. Круто. Обманываю, даже мне было 12 лет. 12, да. Я был в 30 килограмм чемпионом. У тебя большая фан-база в Казахстане. Я думаю, в России она присутствует. Ты... После каждой победы практически, это продолжение с флагом, ты посвящаешь победу Казахстану. Да. Зачем ты это делаешь? Потому что, наверное, я здесь всю жизнь прожил. Здесь вся моя родня. Если, допустим, брать, мне кажется, не каждый может показать могилы прадедушки, прабабушки. И самое главное, отец мне сказал, но я сам не видел могил, потому что сколько времени прошло, что прапрадедушка, прапрабабушка тоже похоронены на территории Казахстана. То есть сколько поколений мой род здесь живет.
Круто, круто. Кажется, каждый человек должен быть... Я считаю, слово «предатель» есть такое слово, когда ты предаешь частичку себя. Если ты родился в стране в этой, неважно, как будет, допустим, как Гена Головкин, он живет в Америке, все понимаем, не потому, что ему не нравится в Казахстане, а потому что там именно профессиональный бокс, он может... Возможности, да. И он с флагом Казахстана. То есть мы можем хоть где оказаться по какой-то причине, по работе, по тренировкам, но мы не должны предавать свою родину. Да, вот это где родился. Да, где родился, я считаю. И вообще ничего мы не должны предавать, с чем мы пришли в этот мир. Это мое личное мнение. Очень круто. Спасибо тебе за это мнение. Я думаю, многие молодые ребята возьмут с этого какой-то определенный пример. Почему? Потому что ты можешь быть любого цвета, любой национальности, да. Но преданность к родине, патриотизм это всегда в сердце и как бы приходит, наверное, с кровью, с историей, с культурой какой-то, да, определенной. Да. Вот я знаю, что ты Алмату любишь. У тебя есть родной город Риддер. Ты бываешь часто в других городах Казахстана, да, там, нередко. Назови город твоей силы, куда ты приезжаешь и где-то ты насыщаешься какой-то определенной энергией. Вот, допустим, для меня это... Я там могу поехать в Актау. У меня 2 города сейчас таких любимых, можно сказать. Да, там, вот, Актау один из тех, где я там какой-то определенной энергией насыщаюсь. Вот для тебя. Алмата? Алмата 100%. Какое место именно Алматы? Медеу-Чамбулак. Горы. Горы. Да. Потому что многие не знают даже, мне кажется. Что есть Медеу-Чамбулак? Да нет. Не в Алмате, я имею в виду в плане зрителей сейчас. Когда говоришь Медеу-Чамбулак, не каждый поймет. Да. Горы, да. Горы. Да, все-таки горы это такая крутая вещь. Я же родился в горах. Риддер же это горы. Я проезжал Риддер, там горы. В принципе, Риддер с Алматой очень похожи. Первое... Каменку мы проезжали. Климовку мы проезжали. Да, Риддер находится в горах. То есть нас, как Алмату, окружены вокруг горы. И вот я, наверное, Алтайские горы, да, там дальше в Климовке? Да. Все, понял. Я потому что, когда проезжаю через Риддер, пока горы не видел, Не, мы даже с гор спускаемся, когда в Риддер заезжаем внутри, и там сколько гор, там весь город в горах. Круто. После поединка ты бросил вызов Юсуфу Раису. Для меня лично это, знаешь, как было? Вот благородно. Почему? Потому что в свое время ты просился к нему как бы в поединок, он тебе дал его. После он как бы тебе кидал вызов тебе, у вас были какие-то недоразумения, сейчас ты на хорошей такой ноте пожелал ему, как говорится, удачи и одновременно дал ему бой. Но что-то я так слышал, что не сходится, да? Юсуф Раисов еще в марте мне бросил вызов. Вот сейчас в марте он мне бросил вызов, но Лига и мы все посчитали, что это сейчас чуть неправильно будет, потому что не такой будет ажиотаж, он идет на победах, я на поражениях, потом у него получился мениск, и как бы этот бой затух немного. И я понимаю, что он хочет этот бой, хотел, точнее, раньше. И, допустим, Али Багов – это боец, который дерется в Гран-при, с ним бой невозможен, реванш. Эдик Вартанян, Эдика нету вообще в ACA. То есть реванш невозможен никакой, только с Юсуфом Раисом. И раз он этот бой хочет, я думаю, значит, я ему его дам. Но сейчас у него другие планы. У него другие планы? Да, он отказался, сказал, что... Нет, он сказал, что ему это сейчас неинтересно, этот бой. Сейчас? Да. А с кем у него намечается? Я не знаю. Не знаю, может, где-то по боксу, может, что где-то. У него парень известный, думаю. У него, значит, если он говорит, что ему не интересно, значит, у него какие-то планы есть на этот год. Все понял. Ты, мне кажется, впервые в карьере, да, или было у тебя до этого, не согнал вес 1,5 килограмма? Столько, именно 1,5 не было. А сколько было до этого? 600 грамм вроде. 600-700. Ты не думаешь, что это какой-то такой сигнал? Не, я меньше весил, чем с Али Баговым. Почему я Али проиграл даже? Вот я, Нет, проиграл там много факторов, но именно что и тоже сказалось на то, что я не смог, знаешь, драться больше 1 раунда. В любом случае. Я слышал, ты говорил. С Али, конечно, если там даже в суперформе подойти, он крутой боец, с ним очень тяжелый бой будет. Но будет бой. Я за 2 недели до взвешивания весил 86 килограмм. И я сделал вес.
А сейчас я весил 82 килограмма за 2 недели. И 1,5 еще не сделал. То есть, насколько большая разница в том, что я убил себя весогонкой. Если сейчас я во время весогонки там, ел ягоду, там, яйца с желтком, капусту, ну, то есть я питание разнообразил свое, то соли я ел только яичные белки, наверное, вот эти 10 дней, пока заливался, потому что у меня был большой вес, я боялся, что не сделаю. Сделать вес – это одно, а восстановиться после того, как сделал вес – это другое. Сейчас просто я переборщил с ягодой, в ягоде есть глюкоза. И какая ягода? Арбуз? Голубика и малина. Я прям, честно говоря, тяжело. ошибку делал, я ел по 300 грамм каждый день. Это очень много. Это кто тебе посоветовал? Или... Мне ребята посоветовали, я знаю, что едят ягоду в начале того, как на воду садятся, там, за 4 дня убирают ее, но я в последний день, сегодня добивать мне вес, я ее кушал, но это не знаю. Это была моя ошибка. С одной стороны, да, с другой, да ничего страшного. Главное, я чувствовал себя очень хорошо, тем более мой соперник тоже не сделал вес. Не, ну по договору, если бы вообще, как бы вот я разделяю это, знаешь, как вот, допустим, ну, в смысле, размышляю, как одновременно промоутер и человек, который за тебя болеет. Допустим, ты не сделал вес, но при этом твой соперник же должен сделать вес, да? Чтобы этот гонорар 15, да, у тебя забрали, да? Сколько процентов забрали? 50. 50% гонорара, чтобы ему перешло куда? Или в пользу организации? Ему. А почему ему, если он тоже вес не согнал? Нет, ему не перешло, это в пользу организации. То есть все, такая штука, если он делает вес, я не делаю вес, то мой гонорар идет ему. Если мы оба не делаем вес, просто идет в пользу организации. Вот так вот. Такие правила. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Да. Ну вот, тут я согласен. Не ему ушли эти деньги. Да? То есть организация забрала за твой перевес. Да. Забрали у тебя 50%. Да. Я помню, перед боем с Вартаном, да, тебе какие-то часы там крутили, да? Филипп какие-то часы подарили, да? Нет? Ну, друг подарил вот эти часы мне, да. Здесь вот после этого поединка тебе ничего... Нет. Возмещать гонорар там никто не собирается? Ну, из партнеров, спонсоров, я имею в виду. Нет, спонсоров, партнеров нет. Это друг. Вот эти часы, это не какой-то не спонсор, не партнер, это мой хороший друг. И он снял со своей руки и просто решил от души. Он сначала говорит, я, тебе выиграешь. Как зовут друга? Олег. Олег. И он мне их подарил. У меня, то есть, спонсоров никогда не было каких-то, то есть, сам по себе. 2 месяца ты в Дагестане был. Как только приехал, куда поехал? В Алмате. По городу катался. Я круга, наверное, 3 дал. Ну вот мне, 3? Круга 3, наверное, дал по Алмате. Самое первое заведение, где ты покушал? Кофе-рум. Вкусно, да? Вот это как тратория, там, если я дал пиццу сразу. Кофе-рум это по Аль-Фараби? Да. Дороге? Нет, не по Аль-Фараби, это Сатпаева. Все. Да. Сатпаева, Назарбаева, да, перекрест. Да, там пасту дал с пиццей, в первую очередь. Круто. Когда готов к следующему поединку, брат? Смотря в каком весе. Потому что Юсуф Раисов, конечно, в 70 буду драться. Я уже буду грамотнее вес делать, более серьезно. Потому что я когда не сделал вес в прошлый раз, я потом 3 раза сделал вес. И сейчас, когда я не сделал, опять я минимум 3 должен сделать. Но еще есть такой фактор, что
Мы с Асланбеком говорили, и он может дать парня с команды Шлеменко. Мгм. Ну, то есть, возможно, такой бой. Он дерется с 7,7. Вообще не хочу в 7,7 переходить, но ради одного боя я могу подраться. Мгм. То есть, если этот бой могут организовать, то я в ближайшее время готов. Потому что гоняю я в 7,7, вообще даже напрягаться не буду. А если в 70, то мне нужно время. А это какая история вот, с зала Шлеменко? Кто там, может быть, кроме Шлеменко, тебе интересен в зале Шлеменко? Ну, Корешков неплохой. Ну, нет, там не заделал Корешков. Там Шуркевич тоже парень, сильный боец. Он в Бассей залетел, 2 победы сделал. В 7,7 выступает. Вот сейчас именно вот Шуркевич, Корешков, ребята, которые с зала Шлеменко, ну, показывают себя. А нет вообще такой истории продолжить вот эти... Я помню конфликт между... Ну, я уже не вижу, это чересчур затягивается смысл, когда надо, как говорится, дорогая ложка к обеду. Ага. Если начинается трэш-ток, там что-то, какие-то разборки, кончается боем. А так 2-3 года там вот мусолить, там давать интервью, и бой в итоге не будет. Я не вижу смысла. Он не выйдет на бой. Шлеменко. То есть Шлеменко, скорее всего, не выйдет с тобой Конечно. на бой. Конечно. Он уже много раз высказывался, и видно, что не хочет. На чем расстались в конце? Я помню, там перепалки, что-то там разговаривали по Инстаграму, там, то есть он обращался к тебе, ты обращался к нему. В итоге, чем завершилось? Ничем. Так вот. Даже хорошими словами? Нет, ничем не завершилось. Ну, решили, короче, не продолжать, и все. Да. Ты здесь не в первый раз со мной интервью, где-то 4-й или 3-й раз, и мы с тобой говорили о многом, и я помню, где-то в 2 интервью ты говорил о Беллатор, что вот у тебя есть какой-то определенный контракт, там какие-то определенные соглашения, но не подписанные, ну, договоренности имеется в виду. Но пока мы с тобой там жили, занимались своими делами, Беллатор уже исчез. Уже нет Беллатора. И он присоединился к ПФЛ. Какая история сейчас там, ситуация? И вообще в перспективе что ты хочешь? Ну, как платит мне E7, мне даже UFC не заплатит такие деньги. То есть, чтобы мне UFC заплатила такие деньги, которые сейчас платит E7, мне надо в топ-5 попасть примерно. Беллаторы, там, ПФЛ, естественно, тоже мне не смогут заплатить такие деньги, я думаю. А там начинать заново карьеру, когда мне 32 года, и я зарабатываю очень хорошие деньги, и мне заново уходить и заново начинать карьеру. Там в Америке это как-то, мне кажется, неправильно будет. Это, можно сказать, быть начальником в одной фирме, в другую фирму рабочим идти. Ну, да, в СНГ я могу зарабатывать хорошие деньги, как сейчас это делают там Мага, Исмаилов, Минеев, многие спортсмены. А в Америке они никому не интересны. Я видел вашу схватку с Магой. С Магой, ну, как бы знакомым. Это не схватка, это отработка была. Ну, отработка, да. Я видел, как вы там друг друга забрасывали. Да. Это вот как раз-таки для контента просто сняли? Да, для контента отработку сняли все. Прикольно, прикольно. Мага вообще сейчас никто не будет снимать борьбу, показывать свои ошибки, свои... Как бы, да? Это, конечно. Я недавно выступил по грэпплингу. Я не боролся, короче, знаешь, я тебе скажу, с 2012 года. В 2012 году я стал первый раз чемпионом Казахстана, когда только-только грэпплинг, как культура появилась. Ну да, я помню, я в 2012 году познакомился с грэпплингом. Думаю, ничего себе, что это такое? Да. Как вообще вид спорта у нас появился. Я в Астане, вот Арманджан, помню, проводил соревнования. Я вот первый, я приехал туда не бороться, привез пацанов. Мурат Абдурахманов, знаешь, бойца такого? Да, конечно. Он должен был на 90 бороться. И он прям перед поездом, у него что-то там случилось, он не поехал. И я команду везу, а я пообещал, что в каждом весе по одному человеку будет. Я тренер. Я вешу 93, я говорю, Сашка Гаеву, Арманджану звоню, говорю, я поборюсь на 90. И там становлюсь чемпионом, короче. Ну, 3 схватки выигрываю. Для меня это было так, потому что я так сильно не готовился. И с того времени я ни разу еще не боролся. Не, ну, тут самбо же, да? Не, в то время грэпплинг. Нет, вообще. Не, свой спорт. У меня греко-римская борьба. Ну, тоже. Не, ну вот я тебе что говорю, вот активно не боролся. И вчера, когда в грэпплинг вышел, прям соскучился, так было. И у меня две... Я 4 схватки провел, 4 схватки проиграл. Чтоб ты понимал. А последнюю схватку за 3 место я проиграл... Ну, я в двух в этих вышел, в возрастах. И последнюю схватку проиграл за 3 место. 13-0 вел. Ой, и 50 секунд попался на ногу. Теперь выставляю это видео в Инстаграм, и мне, ну, это к тому, что ты говоришь, никто не будет выставлять. Ну, видишь, я не профессиональный спортсмен, мне это все равно, кто-то увидит мои ошибки. И мне все пишут, зачем ты выставляешь проигрыш? И я такой, ну, говорю, а что? Ну, говорит, ну... Не видишь, что?
ну, не очень же там, то есть, я говорю, я поборолся, говорю, там, проиграл. Нет, не очень не выступать, бояться бороться. Это не очень. Вот, ребят. Проиграть это очень. Это любой человек, который выходит, выступает и проигрывает, это его уважение. А человек, который говорит, да я бы, и не выходит, вот это уже совсем другая история. Вот это правильные слова. Друзья, начинайте именно с соревнований. Я для чего начал соревнования? Чтобы проиграть, разозлиться. И я сейчас вот и в желание. день 3 тренировки, в неделю 3 тренировки по борьбе провожу. Да. Именно по борьбе с Эдуардом. Там, Эдуард контролирует, там, ну, пока так, тейкдауны, там, в партере дриллы, там, какие-то позиции, и прям кайфую. Ходил, кстати, в зал, КТД, ты там бываешь иногда. Да? Утром с ребятами боролся, блин... Кайф, да? Прогрессировали ребята конкретно. Я говорю, когда мы боролись, у нас были там 2-3 позиции, с которыми мы могли любого вынести. Ну, реально. Да. И там более-менее там спина есть, чуть функционалка есть, и вот эта шустрость, таз двигается, все. Сейчас прихожу, ребята руками со мной не борются. Они ногами меня заворачивают, куда-то уводят. Там, знаешь, как вообще такое ощущение, как будто он вместо рук у него ноги. Там хорошие ребята, малоизвестные, но очень хорошие ребята есть, у которых база 0 изначально. Да, они вообще ниоткуда пришли. Да. Я в шоке, насколько грэпплинг прогрессировал. Очень сильно прогрессировал. Еще мне нравится грэпплинг вообще. Это такой вид спорта, который никогда не поздно начать. Если вольная борьба, бокс, ты не начал до 20 лет, то, в принципе, там делать тебе нечего. А в грэпплинг можно в 30-40 лет прийти и стать черным поясом. Это такой вид спорта, когда никогда не поздно прийти и начать заниматься. Круто. Сейчас я проводил турниры по грэпплингу 2 раза. Один раз в Ахтау, кстати, в КТТ пояс на языке стоит, видел, да? Ну, там на витрине. Это Айдар. Я видел. Айдар. Когда заходишь, что там справа сразу. Айдара, знаешь, вот он такой взрослый, возрастной, черный пояс. Он выиграл. Я помню, он приехал там на 15 лет младше с пацанами, всех вынес в Ахтау. И второй турнир мы здесь проводили, это стенка на стенку. Вот как раз-таки команда Тулигена Кумарова выиграла гран-при 5/5. Мне нравится этот вид спорта, нравится, знаешь, как бы своей легкостью, когда можно там за один день 5 схваток провести, то есть нормально. И при этом, при всем, он медийно очень слабый, да? Но сегодня, я вчера, когда боролся на турнире, брат, там 1000 заявок было, 1000 человек борются на одном турнире, представляешь, это сколько, да, какая колоссальная база. Я так посчитал, даже... В плане бизнеса это очень прикольно. Очень... 13 тысяч стартовый взнос на 1000 умножу, вот и все, поймешь. Нет, и грэпплинг развивается. Я боролся, тогда за первое место 1 000 000 тенге было, за второе там 500 тысяч вроде было. Где-то хорошая сумма для грэпплинга. Круто. В этот раз мы не увидели отца твоего в углу. Я слышал, ты рассказывал, писал где-то, что у него была какая-то операция. Как у него дела сейчас? Слава богу, все хорошо. Нормально? Да, в Алмате здесь со мной нормально. Уже ходит? Да, конечно. Он смотрел твой поединок? Да, смотрел. С семьей, да? По телевизору, да, с мамой смотрели. Что, не сказал тебе про ошибки? Нет, он говорит, все четко отработал, по идее, как по книжке. Он говорит, очень рад, что не пришлось переживать. После первого раунда я уже расслабился. Он расслабился? Да. Как быстро мы его увидим в следующий раз с тобой? Не знаю, у него же инфаркт был. Я бы не хотел, реабилитация. У него инфаркт, я бы не хотел, чтобы он там... Переживал, да? Да, все-таки телек это вообще другое. Намного слабее переживания. Ага. Сам же знаешь, когда по телевизору смотришь, да, болеешь, да. Но когда в клетке, когда вот эта вся атмосфера, там вообще другие эмоции. Насколько важно, что он рядом или нет? Я знаю, что он по телевизору смотрит. В принципе, для меня он всегда рядом. Нормально, да? Ну, то есть, для кого-то принципиально же, чтобы в углу был. То есть, для тебя... В углу же никогда не было. Ну, имеется в виду, во время боя там что-то он там кричал, я помню, там по борьбе. Тренер как-никак. Конечно. База вольная. Естественно. Слышал про реалити у нас запускаем? Да, слышал. Я, знаешь... Там в Актау, да? Да, в Актау там... Вообще должен был Фаниль Мариф Пираев. Мариф Пираев вот на днях должен ответить. Из медийных лиц это Шакенти Апачи. И уже 1200 заявок со всех городов СНГ, можно сказать. И знаешь, я вот хотел... Вот ты яркий пример того бойца, который как бы заслуживает... даже не так скажу, реально вырос в медийке, и в профессиональном плане. Вот что бы ты посоветовал этим бойцам на сегодняшний день, которые придут туда? Самое главное – никогда не сдаваться. Все. Это самое главное. И если ты проигрываешь даже
на таких турнирах, которые там начальные, да, для новичков, это не значит то, что ты не станешь чемпионом. Потому что, вот смотря Алаш Прайд, даже ребята, которые начинали, там, проигрывали, выигрывали, это в то время Алаш Прайд хорошая лига, но тогда это начинали мы только там 13-14 год, там далеко было до там Fight Night, там даже, потому что только начинало это все. А сейчас ребята, которые дрались в Алаш Прайде, вот даже Асатрян, он проигрывал у нас в казино. Сейчас он уже 4 бонуса забрал в ACA. Очень крутой боец. Да, крутой боец. То есть не надо отчаиваться. Все, это самое главное. А с поражений надо брать только ошибки, не унывать, а брать ошибки и исправлять их. Если будешь исправлять ошибки, то потом у тебя их будет меньше, и ты будешь побеждать уже. Все правильно. Ты 6 числа, я тебя приглашаю лично на турнир, если ты вдруг захочешь, в Актау будет. Мы все организуем, если ты захочешь, если у тебя будет время. 6 числа в Риксосе следующий наш турнир 62 будет драться. Вот, кстати, про этих бойцов тебя хотел спросить. Кого ты знаешь из них? Дастан Амангелиев с Абу Нурбулатом. Дастан Амангелиев Еркинкуш, Абу Нурбулат Дартим. Диас Ерингаипов Булат Азаманбекова против Булата Азаманбекова с этого Зайсанский тигр его называют, с Дартима. И Олжас Абзалиев, в прошлом рукопашник, сотрудник СГО, против Гамача, вот этого бразила с Россией, с Дагестана, кстати, вот он. Вот Олжас чемпион, да, он? Александр Емельяненко выиграл. Олжас чемпион, да. Но он вольник. Кстати, он тоже с Ускимена, кажется. С Ускимена, да. Он выиграл это недавно... Гусейнова? Да. Гусейнова, Нургалин Нургаипула выиграл. Да. Видел бои. Оба боя видел. Видел? Оба боя. Что думаешь по этому поводу? Ну, он фаворит здесь, потому что у Бразила с борьбой проблемы, мне кажется. Да, он неплохо делает тейдаун за счет подсечек, но и Александру Емельяненко только. Да. Александр Емельяненко сейчас грех не перевести. Ну, это было чуть-чуть ранее, да, но да, тем не менее. Как бы не так уж и ранее. Он уже после магии хорошо отдохнул, там уже его вытаскивал этот Бастадов с запоя. Я думаю, что Олжас выиграет. Круто. Он, я думаю, будет переводить его, перебивать. Я не вижу ничего такого прям сверхъестественного в этом бразильце. Хотя я его видел в Дагестане, он тренируется, пашет там постоянно. Хорошо, да? Да, я 2 раза видел его. В одном зале? Да. Кажется, Горец, да, он тренировался? Да. Он тоже Горец тренировался? Нет, я тренировался в Universal Fighters, но я заходил в этот зал, где тренируется Горец, и там с ребятами из Горца работал. Отдельно. Круто. Артем, тебе большое спасибо, что ты, несмотря на свою занятость, там, только что приехал с боев, устал и всегда как бы доступен. Я вот сколько раз тебя приглашал, ты всегда безотказно приходил. Тебе большое спасибо. Продолжай свою карьеру. Спасибо, что приглашаешь. Тебя болеть. Смотрю подкаст. Я очень рад был, когда ты выиграл. Я говорю, мы здесь сидели, и знаешь... Ну, я же говорю, как фанаты мы хотим, ну, как бы, чтобы ты там не проиграл, чтобы ты там ушел непобежденным, но при этом, при всем мы понимаем, что у каждого... Я ценное, знаешь, в чем увидел после твоей победы последней? Вот сколько людей хотело, вот я сейчас молодым говорю, сколько людей хотело, чтобы Артем все завершил, и видели его уже не победителем, все уже сломавшийся боец, там, ну, сколько комментариев писали, да, и вчерашний поединок, номер 2 рейтинга. Парню ты не дал ни одного шанса, ни одного действия сделать. Это говорит о многом, говорит о твоей, как говорится, воле, да, которая внутри тебя, то, что ты тренировался, но а также и о школе. Это наша казахстанская школа. Да. Я рад, что ты ее демонстрируешь на очень высоком классе. Да. Я рад, что я ее демонстрирую на высоком борце, который как раз-таки борьбу всех выиграл. Вот я про это чтобы говорю. Все видели, что борьба в Казахстане тоже на высоком уровне. Я про это и говорю. Все, рахмет тебе. Спасибо, что пригласил. Баршаларыңызға рахмет. Жазылып қойыңыздар, комментарийларыңызды толтырып, біздің парақшамызға міндетті түрде жазылыңыздар. Қоңырауды да басып ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум.